Сегодня, в первую пятницу октября, в Галском районе отметили День учителя. Этот праздник уже стал доброй традицией для местных школ. Впервые он был проведен здесь еще в 2002 году. И с тех пор каждый год объединяет педагогов, учеников и родителей в атмосфере благодарности и уважения. Я не знаю, этот праздник, наверное, давно уже существует, но отмечать здесь мы его начали в 2002 году, когда я еще была в 10 классе. Это было для Гальского района первое, новое, очень такое интересное. Я училась в школе под руководством Мананы Владимировны, в первой школе училась. Руководителем был Ахра Вячеславович. Я, естественно, преподавала его уроки, заменяла его. И на мне был костюм Мананы Владимировны. Я это никогда в жизни не забуду. Я еще и ручкой размазала, 3 дня отстирывала. Я не знаю, по сей день у меня любовь к этому празднику осталась. Это очень было интересно почувствовать себя в роли учителя. Не знаю, как сегодняшние дети к этому относятся, но для нас это было очень важно. Мы отнеслись ответственно. Мы поняли, какой, правда, это один день, но он дает понять, какой труд вкладывает учитель в ученика. Это познавательный, это полезный праздник. И мы тоже вот так можем посидеть, отдохнуть, посплетничать, кофе попить. Пользуясь случаем, и хочу поздравить всех учителей мира с этим праздником. Терпения, здоровья, силы и процветания. Я вообще в саму историю этого мероприятия чуть хочу вспомнить. Я первый раз в качестве учителя на этом мероприятии участие принимал в далекие 91-е годы. Я учился в Баславской средней школе, и наш директор был такой ветеран Великой Отечественной войны. Он во время войны потерял обе ноги. Он потом вернулся в мирную жизнь и продолжил работу в школе. Потом в дальнейшем стал директором школы. Он был заслуженный педагог Абхазской ССР, Грузинской ССР и отличник образования СССР. Такой был Чичико Ростович Хейба. Был великий педагог с большой буквы. Вот он в нашей Баслаховской средней школе это каждый год проводил. И это то мероприятие, которое я пронес всю свою жизнь с детства. Когда мы обсуждали День учителя, я еще тогда работал в первой школе, и я предложил директору школы Манане Владимировне провести это мероприятие у нас в школе. Вот о чем Анна говорила. Вот, и тогда дети этот праздник полюбили, как мне показалось, и оно в дальнейшем стало ежегодным, традиционным. Вот в данном случае я вот как с 2002 года начал работать в ГАЛ преподавателем. Мы его каждый год проводим. Вот. Ну, по крайней мере, я все эти 22 года это мероприятие проводил. Главной особенностью праздника является необычная традиция. В этот день ученики пробуют себя в роли своих наставников, ведь специальность учителя – это гораздо больше, чем профессия. Это умение понять ребенка, почувствовать его настроение, поддержать в трудную минуту. Конечно, это мероприятие призвано для того, чтобы влюбить детей в профессию педагога. Если из всех детей, которые участие принимают, это приблизительно около 30-40 учащихся, старшеклассников, если из них хотя бы 10% в дальнейшем продолжат обучение по направлению педагогических предметов, то я думаю, что это мероприятие свою цель выполняет полностью, потому что в дальнейшем мы получаем педагогов, которые в эту профессию влюблены с детства. Вот. Я как директор школы и как педагог вообще в первую очередь рад наблюдать за тем, как дети готовятся к этому празднику, как они ответственно к этому подходят. И в школе, и в самой дисциплине оно отражается позитивно, потому что дети, почувствовав себя учителями, они знают, каково быть учителем, что учителя ежедневно проживают в своей жизни. Я как работник в сфере образования, конечно, хочу поздравить, воспользовавшись моментом, всех педагогов всего мира с этим прекрасным праздником, пожелать профессионального роста, успехов, счастья, радости, и чтобы
всегда была возможность обучать подрастающее поколение в мирных условиях. Праздник дарит радость и самим педагогам. В этот день они доверяют свое место в классе одному из лучших учеников и впервые могут посмотреть на школьную жизнь со стороны. Для них это редкая возможность провести рабочий день отдыхая, посидеть в учительской, понаблюдать за учениками и насладиться праздником. Не как строгие руководители, а как благодарные зрители. Ну, на самом деле очень волнительно, думаю о том, как проходят уроки и так далее, но с другой стороны очень отрадно, так как они поймут, каково это быть учителем, какой труд заложен в этой профессии. Сегодня мой предмет «История Абхазии» ведет Алиса Кокискири. Я уверена в этой девочке, так как училась она хорошо и учится, и вот насчет нее я не переживаю. Поздравляю всех учителей с сегодняшним днем, терпения, долгих лет жизни и еще много-много позитивных дней. Мы работаем с детьми, стараемся им давать знания, прививать любовь к предметам. И все это делается для того, чтобы ученики наши смогли в дальнейшем освоить профессии, выбрать правильный путь в жизни. Всем удачи и успехов, мира нам всем, счастья и здоровья. Для школьников же это не только радостное событие, но и важный урок. Они учатся ценить труд учителя, понимают, сколько терпения, знаний и мудрости нужно, чтобы объяснить материал каждому ученику, донести сложное простыми словами. Прошел только один урок, и то не до конца, так что я не успел в полной мере, так сказать, насладиться этой профессией. Но все-таки я почувствовал, что это очень утомительно, очень сложная работа, так что в будущем все-таки может быть, да. Мне нравится эта работа, но слишком сложно. Преподавание это очень сложно. Дети, они очень бывают иногда шумные, не слушают, но самое главное найти с ребенком один такт. Чуть-чуть, конечно, я нервничала сначала, но потом как-то смогли подружились тут. Все хорошо, не знаю. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодня понравились новые учителя и какие у тебя ощущения? Они очень хорошие, добрые. Тебе понравилось сегодня сидеть на уроке? Да. Поздравляю я всех учителей. Желаю учителям, чтобы было много-много хороших дней. И учеников побольше хороших. Слушались, чтобы и всегда были хорошие. Особенно младшие школьники, впервые примеряющие на себя роль педагога, осознают, насколько важен в их жизни настоящий учитель, образованный, чуткий, добрый и требовательный одновременно. Учителя помогают нам не только учиться, но и находить верный путь в жизни, верить в себя и открывать новые горизонты. Этот праздник напоминает о важности роли наставников и о том, что знание – самое ценное богатство. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа.